миллионы одна песня попала. Кроме того, Алексей еще спел своего «Фигаро». Вы даже не представляете, какие были овации. Ну вот где-то все хочу на культуре достать, где-то там все равно есть эти. И он Гафту посвятил стихотворение, и Гафт очень его просил, чтобы он его озвучил, потому что Гафт всем пишет, и там очень такое интересное стихотворение, и тоже он заканчивает очень интересно его, там про какой-то Гафт веке и все. А конец был такой: с тобой, Валя, лучше ладить, а не дразнить твоих гусей. Так что Гафт очень гордится этим стихотворением. Ну, а не так давно, вот на вечере как раз памяти Алексея Васильевича, прозвучала песня, приезжала очень интересная, талантливая певица из Латвии. Он тоже вот в этот же период написал еще одному нашему великому человеку России, Вадиму Туманову. Может быть, слышали, такой был добытчик, который в том числе работал на территории нашей республики. Вот сейчас была в субботу Высоцкому посвящена программа Галкин вел в субботу вечером, Туманов там выступал, если кто-то видит. Уже мне был звонок с нашего с нашего Юргана, нашего канала. Все-таки они хотят уже о Туманове снять фильм. Так вот, на вечере Карина исполнила песню, которую посвятил Туманову Алексей. Она в Ютубе есть, так что кто-то найдет, очень тоже такая красивая песня. Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет время, и мы уверены, что талант, величие и значимость личности Алексея Моисеенко еще больше будет раскрываться. Поэтому так пророчески звучат его строки. Мне становился мир мой тесный, и я взывал, Господь, к Тебе. Пошли свое благословение, вознагради мое терпение. Я торопил его и ждал, чтобы этот день скорее настал. Слово предоставляется директору гимназии Кулимовой Валентине Васильевне. Прежде всего, хотелось бы мне порадоваться, что сегодня воспитанницы женской гимназии прикоснулись и узнали о таланте выдающегося, великого нашего человека, артиста, земляка Алексея Моисеенко. Когда я впервые взяла книгу, это было 21 декабря прошлого года, я начала читать, и мне показалось, что мне трудно читать. Вот читаю, и что-то мне не хватает. И вот были рождественские каникулы, я взяла, перечитала Евгения Онегина всего, и мне все стало понятно. Я так легко потом прочитала книгу «Дуэли». 7 января мы встретились с Антиной Васильевной, как всегда, у Владыки, и я вот сказала, что мы бы хотели, если вы не возражаете, в честь годовщины 4 февраля, это будет воскресенье, провести урок памяти Алексея Васильевича. Антина Васильевна, конечно, сразу поддержала эту идею, и мы вот с моими коллегами, молодыми нашими учителями, талантливыми учителями, я хочу сказать, что в женской гимназии, ну правда, все учителя молодые, я потом вам всех обязательно представлю, подготовили вот такой небольшой урок. Ну, была техническая заминка, но все бывает. Я, правда, очень люблю Алексея Васильевича. Я вспоминаю, с какого времени я его знаю, и вспомнил, это был 1981 год, когда меня пригласили на работу в Сыктывкарский горком партии, Ольга Мустафовна помнит. Я была инструктором отдела пропаганды и курировала партийные организации учреждений культуры. Ольга Михайловна Сашина была секретарем идеологии. И очень часто вот мы встречались, неформально, формально, на концертах. Я всегда восхищалась. Он ходил по филармонии и пел: «Скажите, девушки, подруги ваши», в любой момент, в любой ситуации. Ну, я просто восхищалась. Он мог по улице пойти, спеть какую-то песню. Это во-первых. Во-вторых, он бывал в женской гимназии. Я начала вспоминать, сколько раз он
Но я вспомнила 3 раза. Он пел на 5-летии гимназии, это было в волосном доме еще в Соколов, это был 97 год. Он пел на 15-летие гимназии и на 20-летие гимназии. Это был подарок от Валентины Васильевны, выступал с Алексеем Васильевичем. И, наконец, мы очень часто встречаемся у Владыки на наших мероприятиях. Я обожаю Валентину Васильевну, я обожаю в себе, у нее учусь. Я просто восхищаюсь ею. И, ну, просто вот очень хотелось отдать долг уважения, отдать памяти. Человек жил, пока о нем помнил. Я думаю, вот правильно сказали девочки наши, что величину, глубину, значение вот, Алексея Васильевича с каждым годом будет расти. И я очень рада, что мы первые открыли эту страницу. Хотелось бы, чтобы в других учебных заведениях знали, читали эту книгу, понимали бы его, слушали его музыку. Я верю, что обязательно будет памятник Алексею Васильевичу Моисеенко, обязательно будет, наверное, улица посвящена ему, с тем, чтобы и другие поколения гордились, знали, любили его. Я хочу представить наших коллег. Елена Михайловна Волкова, где она учитель русского языка, Елена Алексеевна Кукушкина, талантливые педагоги, любящие свой предмет, наши девочки, Ирина Владимировна, и нашим девятиклассницам, выйдите, пожалуйста, ведущим. Книгу подарила Валентина Васильевна, у всех они есть. Эта книга есть всем. И я думаю, что у нас будут еще такие вечера, и посвященные Алексею Васильевичу. И, конечно же,